Всем привет! Я на этом видео проговорю одну тему о том, как эффективно изучать хакасский язык. Я сейчас открою великий секрет и скажу о глобальной эффективности, о которых никто и нигде не говорит. Я, конечно, шучу на самом деле. По большому счету, изучение языков и хакасский язык – это тоже один из языков мира. Изучение языков на самом деле требует всего лишь одного простого навыка. Вот одного навыка и всего лишь. Повторять каждый день и говорить слова. И всего лишь. Больше ничего. Изучение языков – это всего лишь это. Например, я говорю «изен», и вы повторили «изен». Если вы повторили слово «изен» один раз, это привет по-хакасски. А потом не повторили, не проговорили «изен», как я, да, «изен». Если вы это слово повторили в течение дня один раз, давайте так, вообще никак не повторили, то вряд ли это слово вы потом вспомните. Вообще, если никак потом не повторяли это слово. Но если вы повторите слово «изен» через час и вспомните, что такое «изен», он что-то там говорил, там да, да. Ага, «изен» вроде бы, когда «изен», «изен», да, «изен». А потом через 2 часа, так, кажется, он «изен» сказал, так. А потом через 4 часа, я помню, он говорил «изен», да, я помню, он «изен» сказал. А потом вечером говорит, я запомнил, странно, я запомнил, он-то «изен» сказал, он «привет» сказал, «изен». И вот изучение языков – это всего лишь повторение, больше ничего. Это базовое, фундаментальное правило – повторение. Повторение всего и вся. Как и что повторять, каким образом – это уже следующий вопрос. И как раз я сейчас хочу поговорить об эффективности повторения. Что и как лучше повторять. Конечно, изучение языков, то есть нужно повторить что? Услышать и повторить словами. «Изен». Проговорить нужно, повторить «изен». А теперь представьте, что вы весь день ходите. «Изен, изен, 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 изен». 1000 раз повторили в течение дня. И каждому «изен, изен, изен». И на все углы, и куда угодно «изен». Со всеми «изен, изен, изен». Вы это слово запомните потом на всю жизнь. И завтра «изен» 1000 раз, послезавтра там 2000 раз «изен», потом 10 000 раз «изен». Вы навсегда запомните. Почему я помню «изен»? Потому что 1000 раз я повторял это слово с детства. С детства 1000 раз, может десятки тысяч раз, я не знаю, не считал. А потом «изеннер». Нер. Нер это что такое? Нер. Это когда на «в» «изеннер» множественное число. И потом, «изен»-то я уже знаю, а «нер» запомнить надо. «Изеннер, нер, 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 нер». «Изеннер, изеннер, 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 изеннер». И опять 1000 повторений. 1000 раз повторили. При любой ситуации, хоть как повторяйте. Пишите в углы, не знаю, что там, в туалетах сидите, на стенках пишите, в телефон пишите, просто говорите, кричите, орите, но повторите. То есть мозг должен это явление зафиксировать. Чем разнообразнее, тем эффективнее. «Изеннер» или «изеннер», «изеннер». Разные варианты. Эмоционально проговорить можно, да, играть можно в эти слова. Вы запомните, «изеннер», приветствую вас, да, «изеннер». А потом, «синагадан ким?» Чё? «Синагадан ким?» Чё ты сказал? Ну, давай. Я говорю, «синын». Что такое «синын»? Твой. Синын. Давай запомню. Синын, 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 синын. Синын, 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 синын. Ходите, повторяя. Адын. Адын что такое? Это твое имя. Это твое синын адын. А кем это что? Кем это кем? Да, кто? Хорошо, если вы фразу запомнили. Синын адын кем? Это означает буквально тебе принадлежащее твое имя как? Такова грамматическая конструкция этого слова. А по-русски как тебя зовут? Синын адын кем? Вы запомнили? Синын. Сначала вы будете коверкать эту фразу. Синын адын кем? Синын адын кем?
Синын, синын, синын. Повторяйте. Синын адын, не адын, а адым, адын кем. Как тебя зовут? Потом ходите, повторяйте. Синын адын кем. Опять на всех. Синын адын кем. А тебя как тебя зовут? Меня Мышка зовут, да. А меня как? А тебя? Компьютер тебя зовут. Ладно, тебя компьютер зовут. Синын адын кем. Как тебя зовут? Синын адын кем. Синын адын кем. Синын адын кем. Синын адын кем. Повторяйте, пишите хоть как. Повторение. Повторить нужно разнообразными способами. Проговорите, хоть как проговорить. Синын адын кем. Кем синын адын? Синын адын кем. А синын адын кем? Эмоционально на 1000 ладов. Повторите. Вот эффективность обучения, изучения языка лишь в повторении. Больше ничего другого нет. Хоть как повторяйте. Это уже ваше личное творчество. Повторение – мать учения. Знаете эту пословицу, да? И поэтому, чем больше вы будете повторять, чем чаще вы будете это делать, тем быстрее вы будете изучать любой язык. Вопрос теперь, как быстро выучить хакасский язык? Ну, если вы миллион раз повторите, это быстрее, чем 1 раз за неделю. Все в количестве повторений. И тут нужно посмотреть, изучить свой мозг. Какие слова я быстрее заучиваю, а какие нет. Это только вы сможете понять, да. Никакой самый гениальный преподаватель вам не скажет, вам нужно там столько-то часов провести, столько-то. Это невозможно понять, потому что ваш мозг, он индивидуален. Одна и та же рекомендация работает по-другому для каждого. 1000 повторений, одному нужно будет 10 повторений, а другому 1000 повторений. Мозг по-разному работает. Да, вот. Или, допустим, кому-то нужно визуальное повторение, да, просматривать мультики, там, кино просматривать, рисовать нужно, писать нужно, кто-то моторику запоминает. У каждого свои возможности повторения, но повторять нужно. Вот. Типы повторений – это уже следующий вопрос, но вы изучайте сами себя, свои способности, да. Посмотрите, на что способен ваш мозг. Ну, типы повторений. Нужно прописать 1000 раз. Изенер. Я синын адын кем, как тебя зовут? 1000 раз напишите, да, может быть запомните. Или вам нужно 1000 раз проговорить, да, или у кого-то другого услышать 1000 раз, чтобы вам кто-то сказал. И поэтому вот повторение – это единственная фундаментальная и точная методика изучения любого явления, и не только языка. Только повторение. Изучаете предметы физики, не знаю, физику изучаете, хоть что изучаете. Любое обучение – это повторение. То есть мозг, он заточен на то, чтобы вот эти вот сигналы электрические или какие у нас там сигналы, да, они должны быть закреплены. А закрепляться только повторением. Мы должны проговаривать, говорить. Не про себя вот как. Не так. Изенер синын адын кем? Изенер синын адын кем? Синын адын кем? Изенер. Повторите разные эмоции, включите разные ситуации, да. Вы проиграйте, и вы запомните. В день по 3, по 4, по 5, по 7, по 10, по 20, по 50 раз повторяйте. Повторяйте. И вот для этого создано приложение Anki, которым я теперь занимаюсь. Там эти повторения, они типы повторений сделаны по определенному принципу. И вот если вы хотите эффективнее запоминать, Anki приложение, которое я сейчас занимаюсь, это одна из дополнительных возможностей более быстрого изучения хакасского языка и погружения в хакасский язык. Вы можете Anki включать 1 раз в день на 5 минут, или можете включать 10 раз в день на 10 минут. Эффекты будут разные. С вами был Сибдитом с предложением, с методикой изучения хакасского языка, с фундаментальной методикой, да. Величайший секрет, который никто не знает, это повторение. Ну, повторяйте. Синын адын кем? Сибдей минын адым. Вот, минын адым это что такое? Повторите. Минын адым, меня зовут Сибдей. Минын адым, минын адым, минын адым. Минын адым. Минын адым.
повторите 1000 раз, и вы запомните. Минің адым, и проговорите свое собственное имя. Сенің адың кем? Минің адым Сибдей. Сенің адың Сибдей. Пазы туғасың жа.